Добрый день, дорогие учащиеся. Добрый день, учащиеся 5 класса. Урок номер 58-59 «Посол страны детства». Прочитайте названия произведений Бегалина. Какие из них вы читали на родном языке? Итак, детским писателем Сапаргали Искакович Бегалин стал не случайно. Где бы он ни работал, чем бы ни занимался, он всегда любил бывать в кругу детей. Первая его книга «Кхран Кега. Месть орла» – поэма для детей. Повесть «Саджан» была переведена на многие языки мира. Одна за другой из-под пера замечательного детского писателя появляются повести и рассказы, приключения Коксикена, молодой охотник, встреча с медведем, спасенный олененок, дедушка Табунчик, рассказ старого Мустафы, еж Есена, дедушкина яблоня и другие. Секрет неповторимого очарования в произведении Бегалина очень прост. Он разговаривает с детьми на равных, рассказывает им о понятных вещах простым и точным языком. Итак, ответьте на вопросы, что обозначают слова, которые вы использовали при ответах. В каком году ты родился или родилась, в каком классе ты учишься. Так, слова, которые используются для ответа на данные вопросы, называются именем числительным. Так, упражнение 373. Спишите данные примеры. На слова какой части речи похожи числительные? Как изменяются прилагательные и числительные? Какие окончания они имеют? Итак, числительные похожи на прилагательные и существительные. Прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. Числительные по родам и падежам. Также они имеют различные окончания в зависимости от падежа. Итак, упражнение 374. Прочитайте отрывок из рассказа Бегалина. Как называется это произведение? Выпишите из текста все числительные и укажите их разряд. Определите падеж порядковых числительных. Поздравляю с первым еликом. Уат поднял разгоряченное лицо. Старый Ибрай улыбался. Твой отец по 5 дней преследовал еликов, и только когда выпадала большая удача, приводил пару. А ты при первой встрече свалил 3, сказал Ибрай. Так, называется это «Орлиная степь» рассказ. Порядковый числительный первый творительный падеж. Порядковая 5 это количественное числительное, 3 количественное. Так, упражнение номер 375. Запишите порядковые числительные и прилагательные вместе с существительными в указанных падежах. Обозначьте безударные гласные и в окончаниях прилагательных и порядковых числительных. Итак, о детском писателе, о 19 километре, республиканским километром, 6-м днем первого романа, казахскую песню 30-ю минуту. Так, упражнение 376. Прочитайте, выпишите порядковые числительные вместе с существительными, к которым они относятся. Определите падеж. Проверьте себя по вашему помощнику. Какие числительные вы не писали, почему. Итак, 29 ноября родительный падеж, 1895 года родительный падеж, в 1914 году предложенный падеж, в 1943 году предложенный падеж. Я не писала... Так... Учимся применять правила. При указании даты после порядкового числительного название месяца ставится в родительном падеже. Например, к 1 сентября, перед 16 декабря. Итак, упражнение 377. Прочитайте отрывок из повести
Бегалина Саджан. Но ее прочитайте самостоятельно и выполните задание «Работа в группах». Итак, первое. Какие числительные встречаются в тексте? Выпишите их вместе с существительными и поставьте к ним вопросы. Что они обозначают? Итак, числительные в 12 дня. Во сколько? Второе. Выпишите из текста первые два числительных и образуйте от них порядковые. Так, 12 и 4. 12, 4. Третье. Объясни смысл... выпишите ключевые слова из первого абзаца. День Победы, Ашимбек, совещание, больница. И четвертое. Объясните смысл слов чебана, запущенный загон, болезненный овец. Это подразумевается, что загон, оставшийся без присмотра. Так, второй столбик. Второй. Выпишите из текста последние два числительных, образуйте от них порядковые. Седьмой, 10. Выпишите ключевые слова из последнего абзаца. Слушали, Ашимбек, любить, дело и верно. И четвертый вопрос. Объясните смысл высказывания чебана. Самое главное – любить свое дело, работать с сердцем. Это обозначает, что любимое дело будет приносить удовольствие. Итак, следующее упражнение. Это у нас 378. Прочитайте по ролям диалог чебана и врача. С выражением. Голосом, настроение и чувства. А дальше рассмотрите таблицу, расскажите, на какие группы делятся имена числительные, как изменяются числительные каждой группы, приведите примеры. Тут на количественные порядковые числительные изменяются как прилагательные. Так, красивого или пятого. Так. Задание для анализа. Укажите верное и неверное утверждение. Итак, в числительных от 5 до 20, в числительном 30 на конце пишется мягкий знак. Верно. В числительных 40, 20 и 100 две формы. Верно. Третье. У составного количественно-числительного склоняются все слова. Верно. Четвертое. В составных порядковых числительных склоняется только последнее слово. Четвертое. Верно. При указании даты после порядкового числительного название месяца ставится в именительном падеже. Это неверно. Итак, 379 нужно составить синквин к слову рассказ. Итак, первое существительное рассказ. Рассказ. Какой? Два прилагательных. Какой? Интересный, веселый. Три глагола. Что делает? Увлекает, пишется, прочитывается. И четвертое предложение. Я люблю читать рассказы. И все это одним словом. Литература. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч.